Не просто вкусный и аппетитный, но и полезный. Специалисты аграрного университета разработали свою рецептуру чак-чака. В составе сладкого продукта толкан – мука, изготовленная из проросших зерен. Но это лишь один из ингредиентов. Что же еще добавляют в чак-чак и чем он полезен, выяснял Руслан Батыргареев. При взвешивании в данной рецептуре важен каждый грамм. Мука пшеничная, овсяной толкан, яйцо, сахар, соль и молоко – это основа сладкого продукта. А вот сколько в граммах каждого ингредиента – секрет, говорит старший преподаватель факультета пищевых технологий Альфия Черненкова. Это она с коллегами разработала новую рецептуру чак-чака. Вообще чак-чак является традиционным блюдом тюркских народов – татар и башкир. Поэтому эта тема показалась нам очень актуальной и интересной. Но данный продукт мало обогащен полезными веществами, допустим, витаминами, минеральными веществами. Мука, произведенная из проросших зерен овса, один из главных источников витаминов, говорит технолог. Однако в продукте содержится еще один ингредиент – это обножка. Другими словами, пыльца, собранная медоносной пчелой и склеенная секретами ее желез в гранулы. Сам толкан, поскольку он изготавливается по запатентованной нами технологии, из пророщенного зерна при прорастании активизируются все ферментные системы зерна и появляется большое количество биологически активных компонентов. А пыльца-обножка, которая вносится в сироп, сама по себе кладезь биологически активных веществ, ферментов и многих других составляющих. Эти компоненты позволяют обогатить продукт витаминами группы В, Е и ПП. Это экспериментально доказано, говорят специалисты аграрного университета. Они провели исследования, используя методы высокоэффективной жидкостной хроматографии. А буквально недавно им удалось запатентовать новую рецептуру полезного чак-чака. Руслан Батыргареев, Римзат Белалов и Виктор Гамаюров. Новости Уфа.